Я, Борисова Анастасия Алексеевна, 2001 года рождения, проживающая в городе Алматы. Хочу призвать вас, всех неравнодушных и тех, кто может мне потенциально помочь, к помощи. Я хочу создать огласку ситуации. Вчера, 5 апреля 2025 года, мою маму жестоко избили железной дубинкой, нанеся более 10 ударов в области головы, рук, шеи и ног и плеча. Мою маму госпитализировали в больницу, нанесли около 10 швов. У нее проломлена голова, сломан лоб, сломана рука, повреждено плечо. Она не может сейчас ходить и очень ограничена в движениях. Когда я приехала в полицию, попросила в Турксибское РОВД вчера же вечером и сказала принять мое заявление, так как моя мама находится в тяжелом состоянии. Мне сказали, что мое заявление не примут и примут только у пострадавшего. Мне пришлось маму везти из больницы, всю в крови, со швами, которая еле идет, в Турксибское РОВД для того, чтобы она смогла присутствовать при оформлении заявления. Когда мы оформили заявление, нам сказали, что его оформят по 107 статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью». Меня это не устраивает, потому что мою маму буквально хотели убить и спасли случайные парни, которые находились допоздна на работе на СТО. Если бы не они, моей мамы бы, возможно, не было бы в живых, потому что это было умышленное причинение вреда здоровью. Ее умышленно избили и подкараулили возле дома. Сегодня мы поехали в РОВД для уточнения, что сейчас происходит, на какой стадии наше заявление. Нам сказали, что заявление оформлено по 108 статье «Легкое причинение вреда здоровью». То есть проломить голову, сломать руку, разбить лоб, переломать плечо – это нормально. Это легкое причинение вреда здоровью. Моя мама ограничена в движениях, она не может нормально одеваться, кушать, мыться, пить. Она делает все только одной рукой. У нее сотрясение головы, множественные внутренние кровоподтеки в области затылка и сверху головы. Мне страшно представить, что если бы не эти парни, и он бы нанес бы еще несколько ударов по голове, возможно, бы моей мамы больше не стало. В Турксибском РОВД, когда я попросила объяснить мне, почему его оформляют по такой статье, и ему грозит всего лишь штраф, мне сказали, что таков закон. Я спросила, что нужно было, чтобы произошло, чтобы его оформили по другой статье. Сказали, что если бы моя мама впала бы в кому, или бы что-то произошло бы более серьезно, тогда бы его оформили по тяжкому причинению вреда здоровья. То, что у моей мамы сломана рука, голова, проломлен лоб, она не может сейчас ходить и кушать, это легкое причинение вреда здоровью. Я это выкладываю для того, чтобы добиться справедливости. Я умоляю вас, я прошу, помогите мне в огласке этой ситуации. Город Алматы, Турксибский РОВД, пострадавшая Борзова Галина Васильевна, нападавший Самойлов Дмитрий Владимирович.